Другим темам праздник весеннего равноденствия Навруз отмечают в эти дни народы Средней Азии и Ближнего Востока. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху. В этот день принято угощать всех разными блюдами. Столы должны ломиться от лакомств. Слово нашему собственному корреспонденту в Хабаровске Стасу Михайлову. В Большом Чугуне на открытом огне уже готовится одно из национальных блюд – халва этар. Подается горячим видом. Когда горячим видом подается, халва этар называется лечебным. А когда холодным, обычное блюдо называется. Можно на праздник, можно на каждый день делать. После того, как в золотистую смесь муки и масла добавляют сладкую воду, блюдо еще 2 часа томится на огне. Затем его подадут на столы всем гостям. В этот день принято угощать лакомствами даже незнакомцев, дарить друг другу подарки и ходить в гости, облачившись в самые лучшие наряды. Мы празднуем этот праздник, потому что все растет, зелень, там, да, вот как-то вот солнце ярче светит. И среднеазийские народы это считают как Новый год. Мы празднуем этот праздник, что Бог нам дал вот это все. Согласно поверьям, изобилие и многочисленность блюд на праздничном столе Навруз-Байрам должны обеспечить семью достатком этих продуктов в новом году. Обязательными являются традиционный плов, сладости и фрукты. Ну и, конечно же, никакое торжество не обходится без веселья и танцев. Готовиться к празднованию Навруз начинают заранее. В домах нужно навести порядок, позаботиться об угощениях. Сами торжества продлятся еще больше недели. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.